Добрый вечер, уважаемые телезрители и гости нашей студии. Наша спортивно-развлекательная программа «Звезды кыргызского спорта». И в преддверии, когда наступил новый 2020 год, мы поздравляем вас с Новым годом! Дал ушул құтты бүгінгі студиямызда қырғыз спортының жылдыздары жалпы мынау ушул қырғызстандықтарды жаңы жыл менен құттықтайды. Андықтан біз дағы бір жолы сіздерді жаңы кирип келген жылыңыздар менен деп құттықтайбыз. Этот год является по восточному календарю годом серой мыши. А серая мышь — это хранительница очага, семейных ценностей. Она добра в общении. Это такое существо, которое любят и дети, и взрослые. Серая мышь всегда желает удачи. А тем более, что год олимпийский. И пожелаем удачи нашим олимпийцам! Қанай Байынч, мына ушул 2019 жыл дээрлик жалпы кыргыз спорту үчүн, мына ушул кыргызстандыктар үчүн абдан бир жакшы бир жылдардын бири болду. Эми сөз түрдө жаңы жылды жакшы тилектер менен, жакшы ырыскы менен баштайлы деп турабыз. 2020 жылдагы жалпы кыргызстандыктар үчүн, биздин ушул спортчулар үчүн ийгиликтерди көп алып келсин. С Новым годом! Жаңы жылыңыздар менен. Вот и наступил 2020 год, год олимпийский, когда мы подведем итоги нашего 4-летия. Говоря о предыдущем 2019 году, наши спортсмены добились очень больших результатов. Начиная с Нового года, наши футболисты, игровики добились на азиатском уровне тех результатов, на которые они сегодня уже были готовы. Я надеюсь, что и наши игровые виды спорта и в 2020 году будут на высоте. Хотел бы отдельно остановиться на индивидуальных видах спорта, на олимпийских, неолимпийских и национальных видах спорта. Впервые в истории наша спортсменка Айсулу Тырныбекова стала чемпионкой мира. И это дает нам
повод, что в 2020 году наши спортсмены наконец-то завоюют медали высшего достоинства на Олимпийских играх в Токио. Всего в 2019 году спортсменами Кыргызстана на международных соревнованиях было завоевано более 1300 медалей. Это и олимпийские виды спорта, неолимпийские, и национальные виды спорта. Это и молодежная сборная Кыргызстана, это и наши юноши, и главное сборная Кыргызстана. Помимо Олимпийских игр, впервые Всемирные игры кочевников, 4-е, будут проходить за пределами Кыргызстана, в Турецкой республике, в городе Бурса. И я надеюсь, что наша команда тоже достойно выступит и покажет свои хорошие результаты. Что касается наших олимпийских звезд, то в 2019 году нашими спортсменами завоевано 5 олимпийских лицензий. И уже с начала 2020 года наши спортсмены будут участвовать в квалификационных турнирах, и мы надеемся завоевать более 20 лицензий и достойно выступить на Олимпийских играх 2020 года. Учитывая то, что цифра уникальная, 2020 является зеркальным, у нас есть абсолютно хорошая надежда, то, что наши спортсмены на Олимпийских играх обязательно завоюют несколько медалей и обязательно золотые медали. С Новым годом, дорогие кыргызстанцы!
Ну, а за этим столиком сидят наши пловцы, отец и сын Петрашовы. Денис Петрашов, пловец, который завоевал первым в Кыргызстане лицензию на Олимпийские игры в Токио. Евгений Петрашов, его папа. Он в прошлом сам спортсмен, трижды участвовал на Олимпиаде как спортсмен, я помню. Вот, и, по-моему, трижды как тренер, да? Это будет 7-я. 7-я. Олимпиада. Но я должен сказать, что 7-я это очень знаменательная цифра. И так что все надежды на тебя, Денис. Вот скажи, пожалуйста, ты на каких дистанциях поплывешь? На дистанции 100-200 метров брасываем. Две дистанции у Две тебя? дистанции, да, брасовые. И какая, если не секрет, тебе ближе по душе? На самом деле, это тоже очень всегда неожидаемо. Неожиданно можно улучшить 100, хотя надеялся на 200. Поэтому, но буду все равно коронку на 200. На какой дистанции будет больше предпочтений? Ну, сейчас, конечно, трудно говорить на этой Олимпиаде. Все-таки ему будет 20 лет. И я думаю, о каких-то там медалях что-то еще рано говорить. Это вот на следующие Олимпийские игры. А сейчас предпочтение будет, ну, будем готовить и 200, и 100. Ну, коронка, наверное, у него больше 200 метров. Да, ну, какие планы у тебя? Планы, конечно же, выйти и 10. А чувствую себя нормально, но, как всегда я говорю, не люблю загадывать. Вы знаете, что кыргызстанцы ждут от Дениса сюрприза, потому что на Олимпиаде в Пекине сюрприз сделал Тюменбаев Руслан. Его никто не знал, и он стал чемпионом Азии, и потом он сразу выступал на Олимпиаде. И вот он сделал сюрприз, завоевал бронзовую награду. Будем ждать сюрприз. Хочу поздравить всех кыргызстанцев с Новым годом, пожелать любви, здоровья, счастья, благополучия в семье. Канай Баянч, эми негизи жаңы жыл бул эми сөз түрдө, салттуу түрдө, ар түрдүү мына ушул майрамдык маанайды кошо турган негизги дагы бир символ жок болуп тургандай. Эмне себептен бүгүнкү биздин майрамда Аяз атабыз жок? Дед Мороз! Давайте позовем Дед Мороза! Дед Мороз! Дед Мороз! Здравствуйте, дорогие кыргызстанцы! Гости студии, дорогие спортсмены! Через горы и поля, через реки и моря, за 100 верст я к вам летел и поздравить вас хотел со своими дочками-снегурками с новым 2020 годом! Этот год очень примечателен тем, что он зеркальный, а также является Олимпийским годом. Браво! Поэтому всех наших уважаемых спортсменов, кто завоюет путевки на Олимпийские игры, я хотел бы поздравить с успешным занятыми призовыми местами. Jigitler, жетичер бириккен Кыргыз жигиттер бул деңгээли бийикте Дүйнөнү дүңгүрөп, гүлөнүп бер жүрөк Алга өйдө сүрөп, аркаңда эл жүрөк Кыргыз жигиттер, жетичер бириккен Айымдар батыр деңгээли бийикте Дүйнөнү дүңгүрөп
gülönüp ver жүрөк, алга өйдө сүрөк, аркамда эл жүрөк. Перделерден коюлат, деңгели бийик туюлат, дем керек, күч керек, жоопкерчилик мойнуңда күндүр, түндүр. Жолдо эмес сага мөндүр, сен болосуң бол чемпион, жаштарга бол сен чоң үлгү. Алга сүрө, ташпайт бирөө, башты көтөр, мушта күрөш, көк бөрүчү, көңтөрүчү, улактан үмүт үзбөс. Үстөмдүктү өзүң жаса, басага алжада калса, сен жеңесиң, сен утасың, артыңды таңга сала. Кыргыз эр жигиттер, жети жер бириккен, кыргыз эр жигиттер бул деңгели бийикте, дүйнөнү дүңгүрөп, гүлөнүп бер жүрөк, алга өйдө сүрөк, аркаңда эл жүрөк. Кыргыз эр жигиттер, жети жер бириккен, айындар батыр эр, деңгели бийикте, дүйнөнү дүңгүрөп, гүлөнүп бер жүрөк, алга өйдө сүрөк, аркаңда эл жүрөк. Жаралат жарга такаган, намысын калкалаган, бутакта жолдон чыкканын балталап талкалаган. Сен деңелбе, спорт бизде бар илгертен, жетүү кыйын бул деңгелге, чилик кезектеден. Мурда ата бабаң көчмөн улу улут болгон алга, ана сурпактары келет колдон, колдоп берет жаратканым, калайык кыргыз калкым, аргымакты чаптырып, карачык баратканым. Кыргыз эр жигиттер, жети жер бириккен, кыргыз эр жигиттер бул деңгели бийикте, дүйнөнү дүңгүрөп, гүлөнүп бер жүрөк, алга өйдө сүрөк, аркаңда эл жүрөк. Кыргыз эр жигиттер, жети жер бириккен, айындар батыр эр, деңгели бийикте, дүйнөнү дүңгүрөп, гүлөнүп бер жүрөк, алга өйдө сүрөк, аркамда эл жүрөк. Күрөштөн бар эр жүрөк, мыкты жигиттер өтө көп, дүнүйө бүткүл күбө, туш болгон бүткүлөт. Бокс, кикбокс, эрежеси жок мушташ, топ бербеген ак шуңкар, алга кыргыз арка кайтпас. Дагы бар айымдар, албан ийгилик жараткан балбаңыздар бар, батырлар алтын медалды тагынган, мырзалардан кем калбаган, калары анык тарыхта, алдында олимпиада, кыргыз спорт эч талыкпа. Кыргыз эр жигиттер, жети жер бириккен, кыргыз эр жигиттер бул деңгели бийикте, дүйнөнү дүңгүрөп, гүлөнүп бер жүрөк, алга өйдө сүрөк, аркаңда эл жүрөк. Кыргыз эр жигиттер, жети жер бириккен, айындар батыр эр, деңгели бийикте, дүйнөнү дүңгүрөп, гүлөнүп бер жүрөк, алга өйдө сүрөк, аркаңда эл жүрөк. Кадырман замандаштар, менин жанымда азыр өзгөчө адамдар турушат. Мына ушул жаңы жылдын кирип келиши менен мына ушул жакшы сөздөрүн, жакшы тилектерин угалы деп азыр жандарына келип олтурам. Мен жанымда азыр мына ушул кыргыз элине сыймыктуу, кыргыз эли мына ушул легендарлуу мына ушул адамдардын чоң бир ийгиликтерин дагы көрүп чоңоюшту. Бүгүнкү күндө мына ушул бир катар спортчуларды дал ушул эл аралык мелдештерде тарбиялап, мыкты бир деңгээлдеги мына ушул жыйынтыктарды көрсөтүп келген ошол эле Жеңиш Дөңбаев агайыбыз мына ушул бүгүнкү биздин студиябызда конокто. Сиздерди дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Кирип келген жаңы жыл жакшылыктарды алып келсин. Агай, сизге сөз берели, баштап бериңиз. Жаңы жыл, мына ушул өткөн жыл кандай болду жалпы кыргыз спорту үчүн, сиз үчүн? Өткөн жыл биздин балбандарга өтө жакшы жыл болуп берди. Мына Атабек жаныбызда отурат, кубанып, жолдомо алып, ушу олимпиадага кандай жол менен жакшы даярданып барсам деп. Эркин күрөш боюнча өзүңөр билесиңер, биз 3 дүйнөлүк чемпионду берген болуп эсептелебиз 19-жылы. Айтып келсек, Айсулуу Тыныбекова чоңдордун арасынан эң биринчилерден болуп дүйнөлүк чокуну багындырды. Экинчи жеңиш болсо Улук Жолчубеков деген балбаныбыз 23 жашка чейинки балбандардын арасынан дүйнөнүн чемпионун алып келди. 23 жаштагы бул мен ойлойм Токио олимпиадасында 23 жаш деген как раз бышып турган жаш болуп эсептелинет. Ушул Улуктан чоң үмүт күтөбүз да олимпиадада.
Дагы üçüncü чемпионубуз болсо биздин Мелис Турганбаевыбыз ветерандардын арасынан, ардагерлердин арасынан дүйнөлүк чемпионду алып келди. Буга да кубанып, элибиз абдан кол чаап атат. Мына ушуну карап отуруп биз жаңы жылда Олимпиаданын жылы деп атабыз. Мен кааларым ушу элибиз аман болуп, элибизде токчулук болуп, ден соолугу чың болуп, дайым ушу балдары, жаштарыбыз спортту аркалап, спорт аркылуу чоң-чоң жетишкендиктерге жетип, ийгилик келсин деген тилекти айткым келет. Чоң рахмат агай. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо мына ушул куттуктоо сөздөрдү андан ары дагы улантабыз. Шаршен Рахимович, мына ушул 2019-жыл кандай болду жалпы жолунан алып караганда? Өткөн жыл жаман деп эсептебейм. Но мындай карасак, лицензия азыраак алып калдык. 5 лицензия bir жылда бул азыраак. Себеби биз күткөнбүз 2-3 путевка грек-рим күрөштөн, эркин күрөштөн, дзюдо, бокстан. Но менин оюмча 20-жыл мына кирип келди. Ошол жактан менин оюмча алат. Грек-римский алат, эркин күрөш алат, дзюдо алат. Ошону планга коюп аткан биздин өкмөтүбүз, госагентствобуз, Олимпийский комитет 21 лицензия. Ошо болот деп ойлойм. Баарыңарды жаңы жылдар менен куттуктайм чын жүрөктөн. Ошол жыл жаңы Жеңиш Бекбош айткандай, молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Эми менин жанымда мына ушул өткөн жылдагы өзгөчө бир жакшы бир ачылышты, жаңылыкты кылып кеткен, мына ушул кубаныч тартуулаган дагы бир өзгөчө бир маанайды берген ушул Атабек Азизбеков болду. Мына ушул Нур-Султан шаарында өткөн дүйнө чемпионатында жакшы бир жыйынтык көрсөтүп, мына ушул Олимпиада оюндарына жолдомо утуп алдың. Эми сөз түрдө алдыда бир чоң бир жоопкерчилик турат кыргыз элинин алдында, өзүңдүн алдыңда. Эми сөз түрдө эми ушул жоопкерчиликти кандай аткарам деп тилек коюп атасың? Тилегибиз эң биринчиден бул Олимпиада оюндарында алтын алуу. Ушул ар бир кыргыз элинин тилеги да ошондой болсо деп ойлойм. Ошол мойнунда турган жүктү Кудай буйрса 100% аткарганга өзүмдүн болгон күчүмдү аябай аракеттенем. Ушу урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, баарыңарды кирип келген жаңы жылыңар менен куттуктайм. Чын жүрөктөн ар бир үйдө тынччылык, мекенибизде ар дайым токчулук, тынччылык болсун. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен. А в этот новогодний вечер я хотел бы обрадовать вас тем, что мы хотели бы разыграть спортивное лото. А я пришел со своими дочками-снегурками, которые в розыгрыше этого спортивного лото будут мне помогать. И вот мы посмотрим, будет ли сопутствовать удача нашим уважаемым спортсменам в новом 2020 году при розыгрыше спортивного лото. Правила лото простые. Всего 28 бочонков у моей старшей дочки. 10 бочонков выигрышны и не отмечены красным цветом. Поэтому я хотел бы узнать, будет ли сопутствовать вам спортивная удача. Давайте пожелаем вам удачи! Ну-ка, дочки мои снегурки, начнем с наших молодых маленьких спортсменов и посмотрим, будет ли сопутствовать им удача. Номер 14. Номер 14. И это выигрышный номер. Костюм спортивный. Поздравим нашу молодую гостью с выигрышем. Я смотрю, вот за этим столиком присутствует наш олимпийский чемпион Каныбек Османалиев. Давайте дадим ему возможность поиграть в лото и посмотрим, будет ли сопутствовать спортивная удача. Номер 27. Увы, мимо. На этот раз фортуна отвернулась от вас.
Но мы с глубоким уважением вспоминаем 1980 год, где на Олимпиаде в Москве Каныбек Османалиевич стал олимпийским чемпионом. Пожалуйста, расскажите, как все это было? Сегодня Новый год, 2020. Для всех наших спортсменов очень должен быть счастливым. Почему? 80-й год, уже сегодня 40 лет олимпийским медалям, которые привезли Саша Милентьев, Татьяна Колпакова, Саша Блинов, Каныбек Османалиев, Сатымкул Джуманазаров, Чернецкий. Наше желание в этом году год мышь, а он все тащит домой и все время он благо ищет. Поэтому я бы как олимпийский чемпион и просто как Каныбек Османалиев человек хотел бы наши спортсмены к себе домой тащили золотые, серебряные, бронзовые медали и чтобы они радовали наших болельщиков, наших любителей спорта. Конечно же, крепкого здоровья нашему народу, взаимного понимания, совместной работы, жить и строить нашу маленькую республику, конечно же, как в Швейцарии, чтобы мы здесь жили вместе, трудились и ждали новых успехов от наших спортсменов. С Новым годом вас всех, дорогие друзья! Рядом со мной сидит президент Федерации фехтования Кыргызской Республики Османжан Абдыкадырович Касымов. Вот скажите, пожалуйста, Османжан Абдыкадырович, какие традиции? Ведь у нас, я помню, были чемпионы Советского Союза, призеры мировых первенств. Александр Абушахметов был в составе сборной СССР на Олимпийских играх. Леонид Дунаев был чемпионом, Лыков был, и братья Иваненко были. Вот. С чего зарождалось фехтование? И достигли мы высот постсоветского времени? Ну, в советское время, конечно, в Киргизии фехтование поднялось благодаря Александру Александровичу Дизендорфу, который как энтузиаст приехал с Белоруссии, вот, начал здесь работать в Институте физкультуры, создал кафедру. И с этого момента пошла плеяда наших
тренеров. Это вот Мустафин, Иваненко, Щипачев, Захарчук. И вследствие пошли хорошие фехтовальщики, которые в то время в такую конкуренцию были членами сборной команды СССР. Это вот Абушахметов, Дунаев, Лыков. Лыков сегодня, кстати, заслуженный тренер России, он тренер сборной России. Вот. И Иваненко, братья, Вирульский. Вот. А так киргизское фехтование было очень сильное. На спартакиадах народов СССР они входили, даже попадали в пятерку в общекомандном зачете. Вот. Ну, сегодня, как бы после независимости, конечно, сегодня Кыргызстан выходит напрямую на чемпионаты Азии, на чемпионаты мира, может, сейчас на Олимпийских играх. Вот. Но, к сожалению, за все эти годы много очень потеряли, очень много тренеров разъехалось. На Олимпиаде в Пекине Качурин был у нас, Сергей, он выиграл отбор на Олимпиаду, лицензию. Ну, к сожалению, у него рейтинг не позволил, но в первом же бою он проиграл одному из сильнейших в мире фехтовальщиков, французу. Но, тем не менее, в 2008 году, да, мы были участниками Олимпиады. Да, у него признали бой самым одним из лучших боев. Красивый был. Вот. А на сегодняшний день, да, мы сегодня стараемся, чтобы фехтование вообще в Киргизии не умерло. Вот, стараемся развивать. У нас растут наши ребята молодые, вот, девочки молодые растут. Вот. Османжан Абдулгарович, ну вот скажите, пожалуйста, любой спорт начинается с воспитания молодых кадров. Вот как обстоит дело у нас вот с фехтованием на данный момент и много ли занимается молодых ребят? Ну, на сегодняшний день фехтование развивается, конечно, развивается. У нас молодые ребята подрастают. Мы из этих наших ребят фехтовальщиков, как вот Джумабаев Данышман, Маткеримов Назарбек, Кубат Абдурахман Улу, еще несколько ребят есть, Абдулхамитова, Камиля. Это молодые ребята, которые сегодня уже заменили тех легионеров в свое время у нас фехтовали из России. Сегодня все наши ребята, все стараются, параллельно они набрали детей. 2007-2010 год тренируют детей, передают какой-то свой опыт. Мы думаем, что все-таки у нас есть хорошие перспективы. Поздравляю с наступившим 2020 годом. Желаю всем добра и благополучия и процветания всем нам. А теперь, многоуважаемые гости нашей студии и дорогие спортсмены, продолжим наше спортивное лото. А за призы, которые нам любезно предоставила спортивный центр «Биксер» и спорткомитет при мэрии города Бишкек. Пусть попытают счастья наши уважаемые кикбоксеры. 9. Номер 9. Удача сопутствует вам и ваш выигрыш. Майка синяя с бейсболкой. А теперь, дорогие снегурочки, подойдите к этому столику. За этим столиком у нас присутствует заслуженный тренер Советского Союза Геннадий Федорович и Арзубек Назаров. Номер 21. Номер 21. Увы, мимо. Номер 6. Номер 6. Мяч баскетбольный. Чемпиону мира по тайквондо в Турции, как будущему чемпиону мира НБА. Angelina, baby, please, please, baby, be mine. Angelina, do your cha-cha, forget about the time. Sign your name across my heart. Honey, ain't that smart? Angelina, ready, steady, start. We can cha-cha on the floor, we can cha-cha on the couch. Baby, we can cha-cha all around my house. We can cha-cha in the night, cha-cha till 2. And if you cha-cha me, I have to cha-cha you. Oh, Angelina, 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 oh my sweet señorita, Angelina, Angelina, I bet that we sweat. Angelina, Angelina, be my señorita. Oh, Angelina, 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 oh my sweet señorita, Angelina, Angelina, I guess you say yes, Angelina.
cha-cha you. Angelina, 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 oh my sweet señorina, Señorina, Angelina, I bet that we sweat. Angelina, Angelina, be my señorina. Oh Angelina, 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 Señorina, Angelina, I guess you say yes. Angelina, Angelina, be my señorina. А вот за этим столиком сидят наши знаменитые боксеры. Заслуженный тренер Советского Союза Геннадий Федорович Ануфриев и семикратный чемпион мира среди профи Арзубек Назаров. 1966年8月30日、中央アジア旧ソビエト連邦のキルギスタン共和国カント市生まれというオルズベック・ナザロフ、真のスーパーチャンピオンへ向け5度目の防衛戦を迎えます。プロでは22戦戦って全勝22勝16KO、 KO 率は 73% を超えるという無傷無敗のスーパーチャンピオン。前ソビエトチャンピオン、ソウルオリンピック代表時代、数々のアマチュア経験を経て今東京のリングです。 Я хочу вам напомнить, дорогие друзья, что моя спортивная жизнь, спортивная журналистика на кыргызском телевидении начиналась именно с вас. В 1992 году, когда вы получили звание заслуженного тренера Советского Союза и заслуженного мастера спорта СССР, первая моя передача «Спортивная мозаика» была посвящена вам. Вы эти годы помните? Сколько лет утекло? Сколько вы воспитали спортсменов? Ну, я понимаю, что Арзубек – это уникум. Пришлось в жизни хорошо поработать, так можно сказать. Есть 18 мастеров спорта, 4 международного класса и заслуженный мастер спорта. Да, браво! Что хотелось бы мне сказать нашим молодым тренерам, чтобы у них была удача, чтобы они встретили таких ребят, с которыми можно идти по дороге, с которыми можно выступать везде, где можно поднять флаг Киргизстана, и чтобы в честь нас играл гимн нашей страны. Браво! Только радость. Больше, браво, что нужно еще спортсмену, что нужно тренеру. Только чтобы был мир, и наши спортсмены хорошо выступили на этих Олимпийских играх, которые нас ждут. Браво! Геннадий Федорович, а вы не хотите поздравить наших кыргызстанцев, которые смотрят вас по телевизору? Но это, конечно, хочется поздравить всех с Новым годом, пожелать всем счастья, здоровья, ну и больших жизненных успехов. Браво! С Новым годом, друзья! Арзубек, ну, пожалуйста, уже прошло столько лет, уже ты сам воспитываешь молодежь, и скажи, пожалуйста, какой был самый трудный бой в твоей жизни? Добрый вечер всем. Да, самый трудный бой в жизни – это, наверное, сама жизнь. Да. Да, потому что они в боксе все бои сложные, каждый имеет свою историю, но сама жизнь – это есть та самая борьба, которую мы всегда ведем. Пользуясь случаем, дорогие друзья, я от себя лично, от Федерации бокса Кыргызской Республики, хочу всех кыргызстанцев поздравить с Новым годом, пожелать, самое главное, что нам здоровья и удачи. Хочу, чтобы в 2020 году, в этом зеркальном году, нам всем сопутствовала удача. С Новым годом, дорогие друзья! С новым счастьем!
продолжим наше спортивное лото. Номер 28. Номер 28. Костюм спортивный. Поздравим, друзья, нашего призера нашей спортивной лотереи. Номер 21. Увы, удача отвернулась от вас. Номер 12. Номер 12. Фортуна прошла мимо вас, дорогие мои. Номер 19. Номер 19. Майка черная с бейсболкой. Фортуна повернулась к вам в анфас. Номер 6. Футбольный мяч. Поаплодируем, друзья! Номер 4. Номер 4. Мимо! Номер 24. Мимо! 2019 жыл жалпы кыргыз спортчулар үчүн, жалпы Кыргызстан үчүн өзгөчө бир жемиштүү жылдардын бири болду. Жана бүгүн дагы мына ушул жаңырып келген жаңы жылдын алкагында дал ушул ийгиликтер тууралуу, жетишкендиктер тууралуу бүгүн сиздер менен сөз кылабыз. Ал эми мына ушул жанымда болсо бел боо күрөшүнүн өкүлдөрү, спортчулары агай келип отурат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Ниязбек Курманкулов жанымда, жана ошондой эле бел боо күрөшү боюнча дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Нурбек Кожобеков. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун, жаңы жылыңыздар менен. Эми айткандай эле жаңы жыл жакшы тилектерди, жакшы бир мына ушул үмүттөрдү алып келет. Ал эми 2019 жыл мына ушул анализ чыгарып, жалпы мына ушул саресеп сала турган болсок, жалпы бел боо күрөшү боюнча жыйынтыктап айта турган болсок, кандай жыл болду? Биз үчүн 2019 жакшы жыл болду. Мына эки балабыз Казан шаарынан дүйнөнүн чемпиону болуп келишти. Мына Кыргызстан желектерин желбиретишип, 80 килограммдан Кожомуратов Бектуркан деген жигит чемпион болду. Анан 100 килограммдан Кожобеков Нурбек. Эки жигитибиз дүйнөнүн чемпиондору. Бирөөсү 2 жолку чемпион болду, бирөөсү 5 жолку чемпион болду. Ал эми мына ушул 2020 жыл алдыда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бар, бир катар мына ушул ири мелдештер Кыргызстандын спортчуларын күтүп турат. Ал эми 20 жылы кандай мына ушул бизди эл аралык мелдештер же болбосо чемпионаттар күтүп турат? Кудай буйруса, мынакей 2020 жылы көчмөндөр оюну Түркияда өтүп атат. Ага дайынданып атабыз, Кудай буйруса. Анан Астана шаарында бел боо күрөшү боюнча Азия өтөт. Буга дайындап атабыз. Анан чемпионат мээрибиз бар. Кудай буйруса кыргыз элин тиги кубандырабыз деген ойдобуз. Жакшы. Эми Нурбек мырза, мына ушул 2019 жыл сизге дагы бир жакшы бир жемиштүү жылдардын бири болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Анан сиз үчүн бул жыл кандай болду? Мен үчүн 2019 жыл жакшы жылдардан болду. Дүйнөнүн 5 жолку чемпиону болдум. Кудайга шүгүр, буга чейин да жакшы мелдештерди өткөргөнбүз. Кыргызстаныбыз үчүн жакшы мемлекеттерди кылып, желейин желбиретип, кыргыз элибиздин бар экенин даңазалап, бардыгын көрсөтүп дүйнө жүзүнө. Кудайым буйрса ошо 2020 жылы Кудайым буйрса дагы көчмөндөр оюндары бар, алдыда көп мелдештер бар. Кудайым буйрса ага даярданып, кыргыз элибизди дагы кубантабыз деген үмүттөрүбүз бар буйрса. Жакшы. Эми сиздерден мына ушул жаңы жылга карата жалпы кыргызстандыктарга, жалпы кыргыз элине бир каалоо тилек, жакшы бир сөз болсун. Келиңиз агай. Урматтуу кыргыз элим, биз үчүн 2019 жаман жыл болгон жок. 2020 мындан да жакшы жыл болсун, токчулуктун жылы болсун, тынччылыктын жылы болсун. Баарыңыздар аман болуңуздар. Келиңиз Нурбек. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен
19-жыл жакшы жылдардан болду. 20-жыл Кудай буйрса будан да жакшы жылдардан болот дейм. Элибизде токчулук, молчулук болсун, ынтымак болсун. Барына ийгилик кылам. Жаңы жылыңыздар менен. Продолжим наше новогоднее спортивное лото. Уважаемый Курман Газы, посмотрим, будет ли сопутствовать удача вам. Номер 17. Номер 17. Комплект тренировочный. Поздравим! Давайте еще с вами сыграем. Номер 11.
Номер 11. Волейбольный мяч. Федерация волейбола Кыргызской Республики. И давайте с вами тоже поиграем. Ну-ка. 25. Номер 25. Комплект тренировочный. 24 августа 2019 года приятная весть пришла из столицы королевства Непал, Катманду. На турнире волейболистов при участии 7 сборных команд Центральной азиатской зоны наша сборная команда Кыргызской Республики, возглавляемая главным тренером Андреем Манкудиновым и его помощником Кылычем Сарбагышевым, одержала блестящую победу, став безоговорочным победителем зонального чемпионата. Дорогие кыргызстанцы, разрешите мне от имени Федерации самбо поздравить всех наших граждан нашей страны с наступившим 2020 годом. Мы все прекрасно знаем, что это год олимпийский. Год по китайскому гороскопу является годом мыши. Мышь — это доброе животное. Мы как в сказке, помните, да? Мышь бежала, хвостиком задела и разбила яичко. Но курочка ряба как-то сказала: не обижайтесь, не огорчайтесь, я подарю вам золотое яичко. Я тоже хочу пожелать нашим участникам Олимпиады, чтобы они завоевали золотые медали, как в сказке, но в наяву. От имени наших всех самбистов хочу всем нашим и детям, и взрослым, нашим ветеранам пожелать в этом году, чтобы удача всегда сопутствовала. Берегите себя, мы самбисты любим всех наших кыргызстанцев. С Новым годом! Уважаемые друзья, гости нашей студии, телезрители, не все спортсмены, наши звезды смогли прибыть сюда на эту передачу, потому что у них идут серьезные тренировки, они готовятся к защите своих поясов. У нас есть спутниковая связь, и давайте мы сейчас свяжемся с Таиландом. Там Валентина Шевченко проводит тренировки с заслуженным тренером Кыргызской Республики Павлом Федотовым. Паша, вы слышите меня? Паша, внимание, да! Здравствуйте. Мы уже находимся в Таиланде, на острове Пхукет. Тренируемся на базе лагеря Tiger Muay Thai, наш клуб, за которым мы выступаем уже больше 6 лет. Я готовлю Валентину к бою на 8 февраля, который состоится в Хьюстоне, в Техасе. Вот, первую половину сборов мы провели в Лас-Вегасе, готовились там. Ну а здесь больше спарринг-партнеров. Люди приезжают сюда со всего мира, много профессиональных бойцов. Вот, соперницу мы знаем, это Кетлин Чукаган, девушка, которая хорошо работает и в стойке, и в партере. Вот, но у Валентины большой опыт. Вот сейчас приехала Антонина, сестра Валентины, будет помогать ей в подготовке. И думаю, что мы сделаем все, чтобы одержать победу. Ну а тебя хочу поздравить всех с Новым годом, с новым 20-м годом. Пожелать всем счастья, здоровья, благополучия, спортсменам побед. Пусть все у нас будет хорошо. Браво. А сейчас на связи Антонина и Валентина Шевченко. Дорогие кыргызстанцы, Поздравляю всех с новым 2020 годом. Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, мира, любви, чтобы в новом году все ваши мечты сбывались, и вы всегда достигали ваших целей. А нашим олимпийцам хочу пожелать только побед и большой удачи на Олимпиаде в Токио. Вперед! с Новым годом, дорогие кыргызстанцы! Счастья вам, вашим семьям, родным и близким.
Пусть будущий 2020 год принесет нам всем только самое хорошее, богатое и счастливое. С Новым годом! Ну а за этим столиком сидят представители тэквондо АТФ, всесилевой тэквондо, основателем которой является генерал Никон Николаевич Пак. Никон Николаевич, пожалуйста, расскажите, как у вас идут дела, чем вы закончили прошедший год и как встречаете Новый год? Что вас ожидает? Ну, во-первых, федерация воспитала 29 чемпионов мира, много призеров мира. Вот. Рядом со мной сидит трехкратный чемпион мира Пак Максим. А далее тоже чемпион мира 2018 года Кунтуулу Баэль. В этом году планируются азиатские игры по тайквондо нашей версии GTF, где будет присутствовать вся Средняя Азия. Вот. Возможно, и приедет с России. Чемпионат мира по плану планируется в Америке, в Нью-Йорке. Хотел бы кыргызстанцев поздравить с 2020 годом. Но путь спортсмена и тренера, он многолетний, поэтому без удачи, я думаю, нам не обойтись. Вот. Поэтому удача нам необходима. И я желаю, чтобы на Олимпиаде появились золотые медали. Новым годом! Ура! Наше новогоднее спортивное лото. Номер 24. Номер 24. Увы, мимо. Номер 3. Номер 3. И вы выиграли майку белую с бейсболкой. Поздравим, дорогие друзья. На этом мы закончили розыгрыш новогодней спортивной лотереи. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым годом! Наливай чиханчик чаю, вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится оно. На востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. На востоке, что за небо
жизнь без чайханы? Ты уже давно солнцем опаленный, в паутине дней растерял себя. Ты уже давно счастьем обделенный, золото души даришь мне любя. Золотой, золотой, я зову тебя ласково, ты ночами ясными приходи за мной, а под этой луной нам уже не захочется больше одиночества. Золотой, золотой. Черный-черный город, белые-белые огни, на двое расколот, ночь изменила мир. Сон тебя не греет, и рядом не можешь спать. Ты летишь скорее, где-то потанцевать. И огонь, и вода, нам с тобой один огонь, одна вода. И огонь, и вода, все, что хочешь, забери. И огонь, и вода, нам от этого не деться никуда. Ты сегодня зажгла, ты сегодня и гори. Гусар Винози, Махарами Нози, эй санам. Дилам Рабурди, Вози Бабози, эй санам. Гусар Винози, Махарами Нози, эй санам. Дилам Рабурди, Вози Бабози, эй санам. Эй санам. Шуки пария, что им поёдам, Рахситу оя, Бахами жоди, эй санам. Шуки парива, что им поёдам, Рахситу оя, Бахами жоди, эй санам. Эй санам. Эй санам. Эй санам. Эй санам. А за этим столиком я сижу рядом с двукратным чемпионом мира по гребле на байдарках Александром Водоватовым. Александр, вот скажите, пожалуйста, сколько лет прошло после вашего триумфа и какие были у вас прекрасные моменты в жизни? Я могу сказать, что самое прекрасное то, что мой рекорд, который я, свой лучший результат, который я показал в 1988 году, для стран Азии до сих пор рекорд. Александр, в ваше время был великолепный спортсмен из Беларуси Парфинович. Вот скажите, пожалуйста, как у вас протекала борьба? Вот, какие были, вот обычно говорят, это жестокая война между чемпионами или по-другому как-то? Ну, на самом деле, недавно встретившись, а именно в 2016 году, я встретился с Володей на чемпионате мира, который проходил в Белоруссии. Ну, мы с ним поговорили, я ему сказал несколько слов. В частности, я ему сказал, что, Володя, я тебе никогда плохого в жизни не желал, и я надеюсь, что тебе было интересно.
Ну, он улыбнулся в ответ и сказал, что И вы да, обнялись. ему было очень интересно со мной, потому что я могу сказать, что еле ноги уносил Володя. Мне хочется пожелать вам удачи в дальнейшем. 2020 год – это олимпийский год, это год серой мыши, и который ценит семейные блага, ценит дружбу и взаимопонимание. Новый год – это новые надежды. Мы все живем надеждами. И я хотел бы начать свое новогоднее поздравление со слов нашего великого земляка Чингиза Айтматова. Самое главное в жизни – оставаться каждый день человеком. Поэтому я хотел бы пожелать всем кыргызстанцам, чтобы мы не забывали это, чтобы мы радовались тем небольшим радостям, которые есть у нас в жизни, а именно первым шагам, первым словам наших детей и внуков, мирному небу. А спортсменам я хотел бы пожелать, чтобы они не забывали, когда они выезжают в составе сборной Кыргызстана, что они представляют Кыргызстан. С Новым годом! Наша передача называется «Звезды кыргызского спорта». И вот рядом со мной молодые и уже не молодые звезды кыргызского спорта. Маралбек Давлеткулов, заслуженный тренер Кыргызской республики. Он из той плеяды воинских воспитанников, которые калашматили весь мир. Малик Барбашев, Шабан Шадманов начинал, Самамбетов. Вам слово, пожалуйста. Я бы хотел поздравить всех кыргызстанцев с наступившим Новым годом, пожелать всем крепкого здоровья, нашей стране пожелать мирного неба и процветания, спортсменам Кыргызстана спортивных удач. 2020 год – это у нас олимпийский год. Всем олимпийцам пожелать удачи, завоевать побольше лицензий и удачно и достойно выступить на Олимпиаде. Браво! Авазбек Аманбеков, трехкратный чемпион по кикбоксингу. Он дерется и в лоу-кик, и в фулл-контакте, и может даже в смешанных единоборствах. Рустам Ибрагимов, чемпион Азии, чемпион мира и так далее. Пожалуйста, ребята, поздравления свои. Ну, всех кыргызстанцев хочу поздравить с наступившим Новым годом, пожелать всем удачи, счастья, здоровья. И спортсменам хотелось бы пожелать отдельно, наконец, чтобы они выиграли олимпийскую медаль, которой не хватает нашей стране. Браво! Искренне желаю. Поздравляю всех с Новым годом, наступившимся Новым годом. Так, хотелось бы пожелать всем удачи, благополучия, счастья. И хотелось бы нашим олимпийцам, будущим, те, кто завоевали лицензии, и те, кто уже завоевал, благополучно выступить, поменьше травм и побольше медалей. Браво! Всех с Новым годом! She comes through the club looking for a good time. Gonna make that shake that money on a dime. Don't need a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing all night. Baby, don't just come to life. Under the spotlight, all the girls wanna fall in line. We say, here come the ladies, about to give a little show. Here go the boys, you gotta show a little more. Get it up, won't let you rest. Get it up, this is not a test. Get it up, gotta give me your best. So get your ass up, show me how you resist. Get it up, won't let you rest. Get it up, this is not a test. Get it up, gotta give me your best. So get your ass up, show me how you resist.
За этим столиком сидят наши таэквондисты версии ITF. В прошлом 2019 году впервые в Кыргызстане и в Центральной Азии был проведен чемпионат Азии. И наши ребята блестяще выступили. Эдуард Хигай, заслуженный тренер Кыргызской республики, воспитал целую плеяду чемпионов мира, призеров мира, чемпионов Азии и его воспитанники. Хотел бы представить старшего тренера сборной Ли Вячеслава и Чингиза Акылбекова. Хотелось бы поздравить всех с наступившим Новым годом, пожелать удачи, здоровья и больших побед не только в спорте, но и в жизни. Когда закончился чемпионат Азии в Чолпанате, я брал интервью у вашего президента Всемирной Федерации вашей. Он сказал, что очень многие страны пожалели, что они не были на чемпионате у нас в Кыргызстане. Как это действительно ли так? Да, мы пригласили с Международной Федерации все руководство и генерального секретаря, и 2 вице-президентов. К нам приехали из Англии, с Аргентины, с Кореи. Вообще приехало, в принципе, для чемпионата Азии много стран, 21 страна. У вас открытый чемпионат. Открытый чемпионат. И аргентинцы были, и американцы, и англичане. Но в связи того, что мы впервые взяли, все сомневались. И в нашу страну ехать руководство, увидев организацию, размах тех мероприятий, которые мы там проводили, было очень шокировано в положительном плане, что они нам даже предложили чемпионат мира проводить. Но, к сожалению, чемпионат мира у нас нет возможности провести. Видимо, у нас не соответствует спортивных таких залов нет. Да, потому что по многим видам спорта у нас предлагают провести. Но, к сожалению, ожидаем через 5 лет, может, построить что-нибудь. Новым годом! Дед Мороз, можно от вас один маленький сюрприз? Вот вы ходите, новогодние праздники всем делаете, детям, школьникам, сюрпризы какие-то. А здесь, в звездной компании, вы можете какой-нибудь звездный сюрприз новогодний? Нет проблем, дорогие друзья. Новогодний звездный сюрприз из Российской Федерации, город Москва. Филипп Киркоров! Встречайте, дорогие друзья! Я не живу, я в мире слез, от всех далек и одинок. Мои слова сплошной курьез, я вижу мир наискосок. Не людям верят, а в людей. В дорогу прошлое зовет. Мы очевидцы счастья многих идей. Любовь незримо нас ведет. Я гость, я просто лунный дождь. Не бей разбитое стекло. Оставь на память 10 роз и 10 строчек про любовь. Не людям верят, а в людей. Не бей разбитое стекло. Стучусь я в дом, где нет дверей. Я гость, я просто лунный дождь. Мне нужен воздух позарез, с луной за полночь диалог. Я к совести в долги залез, ох, залез. И для крючка ищу предлог. Что могут слезы, ничего. Просить, жалеть и вспоминать. Итог не может одного. Простить, надеяться и ждать. Я гость, я просто лунный дождь. Не бей разбитое стекло. Оставь на память 10 роз и 10 строчек про любовь. Не людям верят, а в людей.
Кадырман замандаштар, мына ушуну менен кыргыз спортунун жылдыздары катышкан концерттик кечебизди жыйынтыктайбыз. Жаңы жыл ар бирибизге жакшылыктарды жана ошондой эле үйүбүзгө жылуулукту алып келсин. Жаңы жылыңыздар менен. Ну вот, дорогие друзья, и завершилась наша передача «Звезды кыргызского спорта». Я желаю всем людям, которые занимаются спортом, заниматься еще больше и лучше, потому что спорт вознаградит за свои труды и за уважение. Я должен сказать, что наши спортсмены должны удивить нашу страну новыми медалями и победами. С Новым годом!